Ага, Рушан, расскажите, пожалуйста, откуда вы и как оказались в Южной Корее? Так, ну, на самом деле я из маленького городка под названием Нижнекамск, в восточной части Республики Татарстан. Вот. Там я родился в 1982 году, жил до 2000 года, после чего поступил в Камский политехнический институт в Набережно-Челна, закончил который в 2005 году. И после этого я оказался в аспирантуре Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета, Казанский педуниверситет. Там я учился 3 года, до 2008 года, защитил диссертацию в Ульяновском университете. Ну и благополучно покинул Казань в 2010 году. Работал я в 2 университетах, это ТГПУ, а также КАИ имени ТУП. Угу, угу. А вы работаете, вот и живете на данный момент в городе Тегу. Я правильно ведь произношу? Да, совершенно верно. Ага. Расскажите, пожалуйста, что это за город и чем он известен? Ну, вы знаете, наверное, это вообще, конечно, проблема, наверное, провинциальных городов. Они, в принципе, не очень хорошо известны за рубежом. Могу вам привести, например, пример города Нагоя, который является 3-м или 4-м по численности населения в Японии. Но об этом городе никогда не слышали за рубежом. То же самое, наверное, из города Тегу. Тегу находится, наверное, в центральной части от Кореи, даже ближе вот к востоку. То есть это такой вот консервативный, так сказать, городок, я бы сказал, вернее даже город огромный, населением 2,5 миллиона человек. Ну а чем он известен? Наверное, известен тем, что именно здесь зарождалась компания Samsung порядка 100 лет назад. Вот. Кроме того, Тегу известен тем, что он является самым знойным городом Южной Кореи, так как он находится в таком вот котле, окруженным горами достаточно высокими. Поэтому здесь бывает очень жарко, в особенности летом, в июле и в августе. Да, там можно и почувствовать, и почувствовать и осень. Вообще, конечно, в Южной Корее удивительная осень, а также очень красивая весна. Сопровождается цветением различных пугающих цветов, сакуры, ну и вообще птички поют, допустим, вот сейчас вот за окном очень приятно находиться на улице, все радует ваш глаз. А что касается Тегу, то да, тут, конечно, немного все иначе, нежели в Сеуле, хотя мы находимся, наверное, в 650 километрах от Сеула. Все равно тут и снега не бывает зимой, достаточно вот зима, она короткая, она бывает в декабре, в начале февраля, практически не чувствуется, особенно в последние годы. А что вас поразило вот в первую очередь, когда вы приехали в Южную Корею? Ну, действительно, конечно же, все меня удивило в этой интересной, до сих пор, наверное, непонятной для иностранца стране. Я впервые выехал за рубеж в 2010 году. Я, конечно, сюда приехал, у меня был культурный шок. В первую очередь, конечно, из того, что все тут выглядит как-то иначе. И дороги, и тротуары, и люди, конечно же, в первую очередь. Везде чистота какая-то, все ходит по расписанию очень жесткому. Интересные автомобили, тут красивые дизайны такие везде. Наверное, вот это меня и, конечно же, человека, который приехал из российской глубинки, вот это, скорее всего, удивило в первую очередь. То есть урбанистика города. Да, можно сказать, урбанистика, но не только, и в технологии, конечно, в целом. Те же самые сотовые телефоны. Впервые я здесь купил первый свой смартфон в Южной Корее в 2010 году. Тогда таких, конечно же, смартфонов в России еще не было. Были, конечно, новейшие технологии. Сейчас как-то более проще с этим, и
Тут же у нас как-то вот и китайские производители выручают своими товарами, в частности, вот, россиян, я бы сказал. А тогда как-то это было в диковинку, конечно. Мгм. Наверное, времена меняются и сами люди, и технологии, естественно. Мгм. Мгм. Вот надо, хотели отметить то, что Южная Корея, да, является одной из самых успешных экономических стран в мире. И вот при упоминании Кореи часто ее ассоциируют с чеболем. А связан вот ли их успех с этим финансово-промышленными группами на данный момент и существуют ли они вообще сейчас? Это вообще, конечно, интересный вопрос такой. Да, действительно, чеболи до сих пор существует. В частности, вот фирмы Samsung, Kia, Hyundai, то есть она в России Hyundai называется, они до сих пор существуют, они являются флагманами южнокорейской экономики. То есть в этих компаниях, как правило, существуют научно-исследовательские институты, которые занимаются именно передовыми технологиями, передовыми исследованиями в области технологий. Конечно же, эти чеболи, то есть это фактически семейный бизнес, то есть семья основала какую-то фирму, которая впоследствии разрослась до таких вот мгновенных масштабов, я сказал. Вот. Ну, даже возьмите вот компанию Hyundai, как она называется здесь, или Hyundai в Мгм. России, то эта автомобильная корпорация производит около 5 миллионов автомобилей в год. То есть это огромные цифры. Конечно же, российским производителям автомобилей такие цифры они никогда не снились. Тот же самый КАМАЗ в лучшие времена своего рассвета, значит, в пору СССР он производил порядка 150 тысяч грузовиков в год. Мгм. А здесь счет идет на миллионы. И кроме одной компании, там ведь еще и ДЭО есть, и Kia есть, и SsangYong есть. То есть очень много компаний. Еще новые компании создаются, производят такие вот автомобили качества люкс, как Genesis, например. Мгм. Мгм. А вот говоря о компании Samsung, вот как вы думаете, проиграет ли она конкуренцию с западными а, конкурентами? Тут я считаю, что как-то, наверное, на этот вопрос, я считаю, сложно найти ответ, потому что ведь Samsung тут занимается не только производством телефонов, он же производит и мониторы компьютерные, и сами компьютеры. Кроме того, Samsung инвестирует в строительство жилищных комплексов. То есть вы, вот, например, идете по городу, а наверху, то есть дома написано Samsung, и Samsung логотипа рисован. То есть Мгм. бренд Samsung, он относится не только к цифровой технике, но также к зданиям, в общем, к строительству, ну, и также к другим отраслям. В Мгм. частности, к больницам, допустим, есть больница Samsung. Поэтому я считаю, что тут нужно немножко задуматься, то есть в плане чего, то есть вот конкуренция идет. Конечно, наверное, конкуренция идет в плане вот какой-то бытовой техники, либо электроники. Мгм. Я считаю, что, конечно, Samsung это огромная транснациональная корпорация, конечно. Наверное, конкурировать с ними на сегодняшний день, наверное, только могут китайцы, я считаю. Даже японцы, наверное, не конкуренты Samsung. Мгм. А скажите, пожалуйста, на каком уровне вот находится здравоохранение в Южной Корее? Что касается здравоохранения, то оно находится на высочайшем уровне. Вообще Южная Корея, она известна так называемым медицинским туризмом. То есть люди со всего мира сюда приезжают с целью излечить какие-то заболевания. В частности, вот очень развиты тут методы борьбы с различными видами рака, допустим, ну и другие операции. А кроме того, еще люди сюда приезжают, чтобы как-то, я даже не знаю, как это называется на русском, операции пластические операции на лице делают. То есть Ну, решают это достаточно популярная штука, да, об этом все да, знают. да, вот Мгм. такими Мгм. вещами занимаются. Ну, конечно, технологии передовые, то есть
те же самые больницы, они, конечно, выглядят совершенно иначе, нежели они выглядят в Казани. То есть я имел возможность болеть определенное время в Казани, Мгм. когда жил, и приходилось ходить там по больницам. То есть, конечно, то, что было там, и то, что здесь, конечно, это вещи несравнимые. Да, Мгм. медицина здесь на высочайшем уровне. Вот. И А, кроме того, давайте немножко расскажем, сопоставим, значит, например, с американской системой. Там, конечно, у них очень много проблем, так как достаточно дорого обходятся и страховки, и походы тоже, так сказать, медицинские заведения в США. То есть человек просто может потерять все, если он заболеет. И здесь, конечно, человек, он более застрахован, поэтому я, конечно, считаю, что, наверное, все-таки Южная Корея – это социальное государство, на мой взгляд. Потому что очень много социальных гарантий, то мгм. есть не только для южнокорейцев, не только для граждан Кореи, а для тех, кто здесь проживает в частности. Мгм. А если вот говорить, вы тоже вот в тему здравоохранения, да, что происходит вот на данный момент? Если мы говорим про известную всем тему, да, про коронавирус, и у вас сейчас тоже введен карантин? Никакого карантина здесь нету. Вот вы сейчас видите, что я нахожусь на рабочем месте. То есть Мгм. обучение, естественно, как по всему миру, оно перешло в дистанционный формат. То есть каких-то форс-мажорных обстоятельств нет. То есть, Мгм. А вы вот преподаете студентам Южной Кореи, да, разные дисциплины, но ваша основная деятельность это все же инженерия. А вы занимаетесь вот проектами в этой сфере, то есть помимо преподавания в университете? так, вот вы знаете, конечно, я по своему образованию, конечно, все-таки математик-прикладник. Я занимаюсь математическим моделированием, а также его приложениями в различных отраслях науки и инженерии. Я бы сказал, так будет правильно. Что касается проектной деятельности, то, конечно же, проектами я занимался, когда работал в Сеульском национальном университете, а это было 10 лет назад. В ту пору Мгм. я был научным сотрудником Сеульского национального университета. Это ведущий не только образовательное, но также научно-исследовательское заведение Южной Кореи. Там я проработал немного более года на должности научного сотрудника, после чего я благополучно, где работал в одном из вузов Стамбула. После Мгм. Мгм. И вот такой вопрос сразу возникает. Вот неужели все талантливые вот, люди, там, выпускники, ученые уезжают именно за рубеж? Неужели вот всей этой деятельностью нельзя заниматься в России? я считаю, что на этот вопрос, наверное, вы и сами знаете ответ. Так как даже как-то выразился президент Российской Федерации, рыба плывет туда, где поглубже, а человек уезжает туда, где лучше. Я считаю, что для этого сейчас как раз есть все возможности, поэтому государству, конечно, нужно задуматься не только о своем настоящем, но также о будущем, потому что если будут уезжать талантливые, умные люди, то их места будут занимать совершенно другие люди. Возможно, даже какие-то проходимцы с улицы. Вот, вполне вероятно. Поэтому Мгм. нужно вкладывать в талантливую молодежь, чтобы она оставалась именно там, где, вот, так сказать, она нужна. Вот возьмите Мгм. пример Казахстана. Казахстан создал несколько новых вузов, значит, для обучения своей молодежи они приглашают иностранных специалистов, тем самым задерживают своих же соотечественников у себя на родине. То есть человек уже хочет уезжать даже, если у него есть хорошая работа, какая-то плохая зарплата, допустим, а также круг общения научный. Мгм. Мгм. А вот все-таки возвращаясь вот к теме инженерии, да, какие области востребованы на данный момент в этой сфере, в том числе вот и финансово? Вы же все-таки
так сказать, человек, который в этом разбирается. Да, ну для Южной Кореи, конечно, характерно в основном такие области, как электроника. Это в первую очередь, то есть этим и Samsung, и LG занимаются, они производят компьютеры, комплектующие, и дисплеи и так далее. Вот. Второе, это, конечно же, автомобильная промышленность. Поэтому инженеры-механики, они, конечно, очень востребованы по всей Южной Корее. Кроме того, есть такие направления, как, в частности, вот, транспортная инженерия, так как очень транспортная система в Южной Корее, она очень хорошо развита. И, да, конечно же, нужны люди, которые будут обслуживать все эти станции, там, дороги различные. Поезда ходят со скоростью 350 км в час. Чтобы доехать из Сеула до города Тэгу, где я живу, 350 километров, ну, поезд идет, как бы не солгать, ну, наверное, немного более часа. У них как бы транспортная система очень хорошо развита, автобусы, метро, тут очень высшем уровне. Даже я считаю, что лучше, чем сеульское метро, наверное, удобнее, чем токийское метро. Очень известно своими новейшими подходами. Вы проживаете вот в Корее уже 5 лет, да? Это правда, вот как пишут в СМИ, там показывают в различных, не знаю, видеосюжетах, что в Северной Корее вот царит ужасный деспотический режим, а тем временем в Южной Корее капиталистический режим. И как бы в чем это проявляется, как это отражается на местных жителях, да? И чтобы вот сказать в сравнении, были вы в Северной Корее, да, в каком-то из городов? Так, ну, я отвечу вот таким вот образом. Я считаю, что капитализма как такового и коммунизма в чистом виде, наверное, уже существует. Везде появились какие-то гибридные режимы, в том числе и в Северной Корее. Вот. Но то, что касается Северной Кореи, конечно, жителей Южной Кореи совершенно не интересует. То есть им совершенно безразлично, какой у них там режим. Так как это совершенно другая страна, и въезд южнокорейцев туда запрещен. То есть люди даже, ну и это им не интересует. А на ваш взгляд, какие они корейцы? Чем они вот отличаются от русских? Вот что Да, именно вот конечно, корейцы в целом, бросаются в глаза? конечно, корейцы в целом, конечно, очень трудолюбивые люди. Вот, они ведь, корейцы живут не только на территории Южной Кореи или Северной Кореи, они живут и на территории Китая, в определенных провинциях. Также они живут на Дальнем Востоке, они живут в Средней Азии, их туда переселяли. Ну, то есть история так сложилась. Вот, кто был виноват, это уже, ну, как бы разбираться в этом. То есть они очень трудолюбивые люди, всегда чем-то заняты. То есть они без дела не сидят, пытаются чем-то заняться. Наверное, вот они в этом отношении, конечно, они похожи на татар. То есть татары тоже такие спокойные люди, всегда чем-то занимаются. Трудолюбивый. Ну, а в целом, конечно, ну, я считаю, что в целом, конечно, доброжелательные люди, как и, наверное, во всем мире, то есть каких-то... А скажите, пожалуйста, чем отличается вот корейская кухня от китайской и японской, да, и как вы относитесь к корейской кухне? Вы скучаете по татарской кухне? Но все-таки это, я считаю, очень большие отличия. Ну, конечно, это самый интересный вопрос, который касается каких-то вот блюд, допустим. Конечно же, японская кухня, она известна на весь мир своими явствами, вот, своими блюдами. Конечно, эти блюда очень изящные. Вот. Я это говорю не понаслышке, так как я трижды был приглашен в качестве приглашенного профессора в университет Сидзуока в Японии. Это провинция Сидзуока, где находится вулкан Фудзияма. То есть время от времени я летаю в Японию, и в основном мои исследования связаны с Японией, с японцами. Вот. А что касается корейской кухни, то она, в принципе, у них тоже очень много блюд, зачастую о которых обычный иностранец он может и не знать.
конечно, их блюда, они иногда могут быть острыми, но, в принципе, они очень вкусные. Поэтому проблемы с пропитанием, я бы сказал, в Южной Корее, конечно же, нету. Мгм. Вот. Кроме того, если говорить о ценах и сопоставить, то есть еду, допустим, стоимость еды в Японии и в Южной Корее, конечно, она здесь немножко дешевле. В целом, конечно, Мгм. Южная Корея и Япония это очень дорогие страны, но Южная Корея в плане еды, она, конечно, дешевле немножко. Мгм. Что Мгм. касается китайской кухни, ну, в принципе, тут и китайской кухни очень много в Южной Корее, так как много корейцев, которые живут на территории Китая, они приезжают сюда на заработки. Они открывают свои рестораны. Ну, их, в принципе, блюда, они такие достаточно острые, я бы сказал. К этому я уже Мгм. давно привык, поэтому как-то я не чувствую. А в целом, конечно же, проблем с пропитанием здесь нету. В Южной Мгм. Корее все есть, даже как бы в избытке, наверное. Кроме того, моя супруга, она японка из Токио, поэтому я, Ага. значит, и бывает пробую какие-то блюда, которые, то есть, носят не корейское происхождение. Они, скорее всего, из Японии. Ага. Вы, вот извините, вы спросили по поводу татарской кухни. Конечно, действительно, здесь не хватает, наверное, вот, различных пирогов, как они там называются, я уже забыл. Ну, То есть, Беллиш действительно, здесь самый это, да, то есть знаменитый. этого не хватает здесь. И вообще, конечно, в Южной Корее и в той же Японии не очень часто едят хлебобулочные изделия. То есть, как правило, хлеб, Мгм. если хлеб, то он сладкий. То есть, какой-то сироп там есть или еще начинка какая-то сладкая. Поэтому, конечно, не хватает именно тех вот блюд, которые, вот, так сказать, свойственны столу обычного человека, который живет в Республике Татарстан. Мгм. Мгм. А еще такой вопрос. Хотите ли вы вернуться в Татарстан? И если вы когда-то вернетесь, какой бы вы проект хотели реализовать вот здесь? Так, ну, еще раз повторюсь по поводу проектов. По проектам я работаю только тогда, когда мне этого захочется. Если вашего вопроса, то он действительно интересный. Но я вот тут пример Китая приведу. Китай, конечно, очень такая вот мощная научная страна сейчас. Они пытаются вернуть своих соотечественников, которые мигрировали в Соединенные Штаты Америки, путем создания специальных фондов, которые обеспечивают, значит, человека, который возвращается в Китай, не только работой, но также они выделяют ему средства на покупку жилья. То есть там Мгм. достаточно огромные суммы, об огромных суммах речь идет, так как жилье в Китае очень дорогое. То есть фактически государство, оно дарит жилье возвращающимся ученым. Кроме Мгм. того, они обязуются обеспечить вашу супругу, либо детей, если они, конечно же, совершеннолетние, рабочими местами. То есть у них как-то такая вот социальная такая инициатива. Мгм. Что касается Российской Федерации, то, конечно же, в России пока этого нету. То есть пока этого не будет, человек, конечно, он никогда не вернется. Мгм. В первую очередь нужно, я еще раз повторю, создавать условия, чтобы возвращались не только люди из-за рубежа, но также те люди, которые подрастают и в научном отношении, чтобы для них были, так сказать, Чтобы интересные оставались. какие-то позиции, конечно, чтобы они оставались на родине и уезжали. Вот. Мгм. Я считаю, что в этом, конечно, плане Россия, конечно, она не преуспела. Были созданы буквально там несколько университетов. Это Сколковский институт науки и технологий. В Сочи университет, я сейчас забыл, университет Сириус, по-моему, называется. А также вот под Казанью университет Иннополис. Иннополис. Да, но видно, что там они, конечно, они занимаются совсем другими вещами. Они заинтересованы, у них другие интересы. Они Мгм. приглашают иностранцев, а они возвращают своих же там из-за рубежа. То есть у них другие интересы. Мгм. Вот. Почему они так делают, это уже другой вопрос. Но, скорее всего,
У них там какие-то огромные фонды есть, они занимаются их освоением, вот и все. Мгм, мгм. А скажите, пожалуйста, есть ли вот в городе Тегу, где вы живете, да, в Южной Корее, татарская община, и поддерживаете ли вы с ними общение? Так, что касается русской либо татарской общины, то, наверное, тут я один из этих краев, потому что, конечно же, есть, приезжают сюда на заработки, приезжают из России, в частности, люди, их порядка 60 тысяч по всей Южной Мгм, Корее, вот, как статистика показывает официальная. То есть в основном они работают на заводах, фабриках, и это люди в основном, это этнические корейцы. Либо приезжают люди, которые, допустим, сами выходцы из Узбекистана, но поживут в России, получают российские паспорта, и потом благополучно уезжают в третьи страны, в частности в Южную Корею. То есть, как мгм, правило, они работают на заводах и фабриках, то есть я их никогда, естественно, не видел, даже и не искал, и на такие поиски просто у меня нет времени даже. У меня мгм, даже времени нет на свою собственную жизнь зачастую. Потому что в столичном регионе, конечно, там более тесные связи, мгм. возможно. Ну, вообще, конечно, если вам известно, в Южной Корее проживает порядка 60 миллионов человек, из них половина, она примерно живет в столичном регионе, то есть либо Сеул, либо города-спутники. Мгм. Мгм. А скажите, пожалуйста, вот вы уже живете там, ну, достаточно долго, скажем, и выучили вы корейский язык? Так, что касается корейского языка, то вообще, конечно, я корейский язык никогда не изучал, так как я приехал на работу в 2010 году в Сеульский национальный университет, и мне просто было нет до этого, так как работа научного сотрудника, она очень напряженная. Если знать корейский язык, тоже у иностранных профессоров нет. Конечно, я Мгм. умею читать, немножко, допустим, что-то понимаю, знаю много слов, но для свободного общения, в принципе, этих знаний не хватает. Они, мне кажется, это общение мне не особо нужно, так как я общаюсь на английском языке. А вы, получается, вот находитесь, да, там на работе, не знаю, где-то в общественном месте, где можете часто слышать корейскую речь. И можете ли вы сказать, похожа ли она на, вот с татарским языком? Это, в принципе, такой обособленный язык. Конечно же, в корейском языке есть множество заимствований, да и, собственно говоря, в японском. То есть заимствования идут из китайского языка. Вот. Значит, что касается Урало-Алтайской группы, языков, к которым относятся и японский, и корейский, и татарский язык, и турецкий в том числе, то тут действительно есть схожести вообще в структуре предложений. То есть, например, как в татарском языке, у них тоже глагол всегда идет, так сказать, в последнем месте в предложении. Мгм. Мгм. Вот. А что касается схожести с татарского языка, то каких-то вот схожестей, за исключением структуры предложений, нету. Мгм. Ну, вот, например, в татарском языке есть слово «су» – вода, а в корейском тоже «су» означает вода. Вообще, конечно, о татарах здесь 99% населения никогда не слышали. То есть они не слышали никогда. И хотелось бы попросить вас, если это возможно, пожелать зрителям телеканала ТНВ что-нибудь на корейском языке. Кто-то пожелает. Но это сложный вопрос. Я, наверное, сказал бы только одно. Это, допустим, здравствуйте. Это 안녕하세요. Мгм. Мгм. Спасибо вам большое, Рушат, за интервью.